Это Тимур Варки и моя программа «Тем временем». Вчера в первом выпуске программы «Тем временем» я ошибся. И сегодня я должен признать свою ошибку, что несколько, не то чтобы оскорбил представителей и любителей шашмакома и исполнителей шашмакома, но обидел, сказал обидные слова, сравнив с ними, с этими представителями высокого искусства, классического, стада, которое представляет фараона Ахламона на площадке Комитета по правам человека ООН в Женеве. Сегодня, прослушав видео, выступление замминистра внутренних дел Таджикистана Абдурахмона Аламхонзода, который блеял, читая доклад о ситуации в Бадахшане, блеял перед членами Комитета по правам человека ООН, я вынужден признать, что это, конечно же, это не неошашмаком, неошашмакомисты. Нет, совершенно. Это цирк. Это какой-то цирк. Я знал, что такое испанский стыд. Это такой вид эмпатии, когда тебе стыдно за другого, за чьи-то неблаговидные поступки и деяния или слова. Но сегодня я испытал неведомый доселе мне стыд. Это хазор-испанский стыд. Оказывается, такой существует. Это чисто таджикский стыд за этих ослов, так называемую элиту, так называемое руководство Таджикистана. Вот за этих ослов, за этих ослоящеров я испытал сегодня хазор-испанский стыд. Он в 1000 раз сильнее, чем испанский стыд. В 1000 раз. И он ведом только гражданам Таджикистана, которым стыдно за этих ослов, блеющих на международном уровне, представляя государство Таджикистан. Не банду представляя, не пещеру какую-то донгаринскую представляя. Они представляют государство Таджикистан, блея бессильно, нелепо, лживо, бесстыдно, блея перед представителями международного сообщества о том, как якобы они соблюдают права человека в Таджикистане, в том числе права национальных меньшинств, национальных и религиозных меньшинств бадахшанцев. Давайте послушаем это блеяние Бузмакова. Среди них 33 убийства, 20 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, 11 изнасилований, 209 фактов незаконного оборота наркотических средств, 258 фактов незаконного владения оружием и 87 случаев незаконного использования огнестрельного оружия. Большинство из этих преступлений совершили руководители и члены организованных преступных групп. В результате проведения спецоперации только у лидеров и членов ОПГ было изъято в общей сложности более 1200 различных видов огнестрельного оружия, более 40 тысяч боеприпасов к ним, большее количество холодного оружия и другие военные снаряжения, в том числе 138 автомат Калашников, 16 пулемет Калашникова, 32 пистолета Макаров, 258 гранат, 9 гранатометов, 80 снарядов для гранатомета, 2 миномета, 4 снайперские винтовки СВД, 3 карабина, 49 охотничьих ружья, 20 противотанковых снарядов, 36 снарядов для минометов, 4 противотанковых мины и 200 емкостей коктейлей Молотов, 110 холодных оружий, 30 килограмм взрывчатых веществ разного вида, 8 военных бинокла, 8 лент патронов от пулемета Калашникова и другие.
Кроме того, из незаконного оборота было изъято и уничтожено более 450 килограмм наркотических средств. Как видно, со стороны ОПГ Габала была создана целый армейский арсенал. Фактически функционировало настоящее воинское формирование. Большинство вооружений квалифицирует. Теперь давайте подумаем, представим просто вот это все, вот эту гору оружия, которую с трудом воспроизвел господин Бузмаков, господин Аламшозода. Ведь он не первый раз видит этот список. Ведь это какой-то стыд, это какой-то позор. Он читал этот список уже не раз. Люди в социальных сетях пишут, возмущаются, ну как можно же было, ты государственный служащий, можно же было выучить это, ну не выучить, ну хорошо, ты мог несколько раз прочитать, порепетировать перед тем выступлением, перед представителями мирового сообщества, членами комитета по правам человека, которые владеют каждый четырьмя как минимум иностранными языками, прекрасно понимая русский. Наверное, они владеют, эти иностранцы, наверное, они владеют русским языком лучше, чем господин Бузмаков. И, наверное, не только я испытал хазар-испанский стыд, но и они тоже. Но ведь этот господин Аламшозода Бузмаков читал этот же список на хорогском телевидении и до сих пор не смог нормально научиться произносить слова, которые он там бекал и мекал. Это государственный служащий, генерал. Представляете, кого посылает, кого назначает Тутанхамон, первый, кого назначает, кого выбирает из стада. Ему нужны такие блеющие. Кого назначает, себя представлять государство Таджикистана. Кого он посылает на международную площадку. Но не в этом главное. Не в этом можно, допустим, не быть филологом, не владеть языком, не запоминать, волноваться перед аудиторией на таком высоком уровне. Хорошо. Я признаю, не все цицероны, не все родились цицеронами, не всем дано. В конце концов, он милиционер. Хорошо, допустим. Но кто поверит в этот список? Вы читаете, вы набрали, купили у афганских контрабандистов бросовое, ненужное, вышедшее из употребления, не функционирующее оружие. Несколько ночей вы возили это оружие. Вы купили у афганцев, заплатили государственные народные деньги, вместо того, чтобы строить дороги, чтобы строить школы, больницы, оборудование покупать для больниц, лекарства покупать для больных. Вместо этого вы потратили народные деньги, вместо зарплат учителям и врачам, вместо пенсий. Вы потратили народные, государственные, бюджетные деньги на то, чтобы заплатить афганцам, контрабандистам, чтобы купить бросовое оружие, привезти его втихомолку, по-воровски в Таджикистан, в Хорог, складировать его, потом выставить на земле сотни стволов ржавого оружия, и выдать его за, так сказать, оружие незаконных вооруженных формирований, бадахшанских незаконных вооруженных формирований. Но это явка с повинной, вы себя выставили полными идиотами, имбецилами, потому что никто из этого оружия в вас не стрелял. Почему тогда эти так называемые незаконные вооруженные формирования не оказали вам отпора? Во время нападения, во время того, как вы стреляли по людям,
Хорошо, первые, допустим, они не начали стрелять. Но почему они в ответ не стреляли в вас из этого всего оружия, из этого всего арсенала? Вы думаете, что вы умные, вы выставили себя полными идиотами, кретинами, имбецилами, сбежавшими из Кокташа или из какой-то пещеры, из какого-то, я не знаю, из какой-то фермы, из зоопарка, с цирка. И вы хотите, чтобы вам поверили представители, интеллектуалы международного уровня, чтобы они вам поверили. Это просто стыд и позор. Стыд и позор. Ведь в соответствии с Конституцией вашей страны есть отдельная глава по помирцам, по автономии этой области. В любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение, почему есть напряженность, почему люди в тюрьмах и тому подобному. А сейчас я перейду к сегодняшним вопросам. Спасибо. Не было дано ответа на вопрос о гражданском обществе в стране, в особенности в Памирской области. Когда организации, работающие по правам человека, просили самоликвидироваться или приостановить их деятельность? Этот был вопрос. Также мы спрашивали о причинах плохого обращения с лафитами и мусульманским братством, с такими организациями. Еще задавали вопросы коллеги. Каковы причины продолжающейся напряженности в Памирском регионе, по крайней мере, в 3 десятилетия? Мы не слышали, чтобы вы дали ваше понимание, ваше ощущение относительно этого вопроса. Я не знаю, может быть, вы можете позже ответить на этот. Ведь в соответствии с Конституцией вашей страны есть отдельная глава по помирцам, по автономии этой области. В любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение, почему есть напряженность, почему люди в тюрьмах и тому подобному. Вы с 92 года вели геноцид против памирцев, и это знают все граждане Таджикистана, все душанбинцы. Видели, как вытаскивали Народный фронт, Сангака Рахмона, Ахламона, вытаскивали людей, памирцев, из троллейбусов, из автобусов, останавливали на улицах, на блокпостах, требовали произнести какие-то слова, и по говору, и по внешности выводили и расстреливали, определяли, что это они принадлежат к памирцам, и расстреливали этих людей. Вы охотились за ними, по домам ходили, у вас были списки, вы вытаскивали из поездов в Ригаре, в Турсунзаде памирцев и расстреливали. И многие пострадали, не только памирцы, а просто таджики, которые, так сказать, арийской внешности, да, европеоидной внешности. Вы устроили геноцид, вы устроили этническую чистку. Вы преступники, международные преступники. Это преступление против человечности, это геноцид. Вы за это будете отвечать. Вы за это будете отвечать, не знаю, в Гааге или в Душанбе. И там вы будете отвечать за это. Не зря, когда рабочая группа ООН по исчезновениям приехала в Таджикистан, правительство, так называемое правительство Таджикистана, отказало им в содействии, когда они предложили составить список пропавших без вести и показать массовые захоронения. И это так называемое правительство, эта банда испугалась, она отказала представителям ООН в рабочей группе в содействии. Потому что они знают, вы знаете, что это кровь на ваших руках, что вы преступники, что вы бандиты, что вы людоеды. И за это вы будете отвечать. Ответить на этот. Ведь в соответствии с Конституцией вашей страны есть отдельная глава по помирцам, по автономии
этой области. В любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение. Почему есть напряженность, почему люди в тюрьмах и тому подобному. Задаем вопрос относительно некоторых лиц, которые находятся в тюремном заключении, тогда как они борются за свободу. Я пытаюсь зачитать эти фамилии. Ультфат Ханим Мамадшоева, Манучехар Халик Назаров, Фарамуз Иргашев. И четвертая фамилия, конечно, их больше, я уверена, но у нас есть информация еще и по Хурсанду Мамадшоеву. Где они сейчас? Что с ними происходит? По-прежнему ли они в тюрьме? Проводится ли расследование? В чем состоит состав их преступления? Хотелось бы получить по ним информацию. Спасибо. Рано или поздно то время настанет. Тем временем я или кто-то другой, мы еще поговорим с вами об этом. Вы ответите за свои преступления. Преступления против человечности, за государственный террор, за государственный терроризм, который вы осуществляете в отношении граждан Таджикистана, вопреки Конституции. Это время настанет, и этот час приближается тем временем. Тем временем этот час все ближе и ближе. Всего доброго. С вами был Тимур Варки и моя программа «Тем временем».